Приход жары может доставлять радость для любителей тепла и солнца, но для других же станет испытанием, особенно если не подготовиться к перегреву и обезвоживанию организма. Многие, чтобы избежать неприятностей, предпочитают оставаться дома, искать прохладу в магазинах или крупных торговых центрах. Холодный напиток покупаю. Это помогает. Сидеть в теньке, носить шапку. Не помогает. Ношу маленький вентилятор, бутылочка воды и в пакетике мокрая тряпочка. Обтираюсь. Сидим в тени, спасаемся от солнца, жарко ребенку. Организм, я ничего не делаю, организм сам охлаждается. В тени сижу, мороженое ем. Жара часто приводит к обострению хронических заболеваний, понижению иммунной системы и высыханию слизистых оболочек. Поэтому в жаркую погоду особенно важно следить за своим здоровьем и принимать меры профилактики. На фоне жары вязкость крови увеличивается, сосудистые стенки теряют свой тонус. Человеческому организму не хватает кислорода, и у молодых людей в жару артериальное давление может снижаться. У лиц, страдающих повышением артериального давления, наоборот, во время жары организм начинает терять много жидкости, после чего кровь густеет и повышается артериальное давление, что грозит развитием инсультов или инфаркта. Для предотвращения негативных последствий жары рекомендуется соблюдать простые меры профилактики. Это включает ограничение времени пребывания на улице, снижение физических нагрузок до минимума, проветривание помещений, использование вентилятора или кондиционера. Также при выходе на улицу следует носить легкую одежду светлых тонов и применять солнцезащитные средства. Петр Лукин, Георгий Григорьев, Якутск.